Китайская администрация заключила в тюрьму Курбана Аблиза, уйгурского турка, преподававшего в Пекинском институте имени Юнуса Эмре. Мужчину задержали в Урумчи, куда он отправился навестить свою семью. Сотни уйгурских студентов, получивших образование в Турции, были задержаны и отправлены в концлагерь, заключены в тюрьму или их паспорта были конфискованы китайской полицией много лет назад, когда они вернулись на родину во время каникул. Ранее выпускники из Турции также были заключены в тюрьму, и некоторые даже скончались в результате пыток. Как сообщает QHA, китайская администрация задержала Курбана Аблиза, уйгурского турка, работающего в Пекинском институте имени Юнуса Эмре в Урумчи, куда он отправился навестить свою семью в августе 2023 года. Предполагается, что Курбан был заключен в тюрьму за обучение в Турции. В 2016 году Курбан Аблиз, получивший высшее образование в Турции, работал переводчиком в посольстве Турции в Сараево в период 2021 года по 2022 год, а затем начал работать в институте Юнуса Эмре, который открылся в Пекине. Суд в Гонконге постановил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande, который некоторое время находился в долговом кризисе. «С меня хватит», — сказала судья Линда Чен, которая также заявила, что компания не представила план реструктуризации своих долгов. После объявления акции Evergrande в Гонконге обесценились более чем на 20%. В настоящее время торговля акциями приостановлена. Имея долги на сумму более $300 миллиардов, Evergrande некоторое время был наглядным лицом обостряющегося кризиса в сфере недвижимости в Китае. Советник США по нацбезопасности Джек Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в Бангкоке 26 и 27 января. В ходе переговоров обсуждалась тема корабельных ударов в Красном море. Согласно заявлению официального представителя правительства США, в ходе двухдневных переговоров Штаты потребовали от Китая оказать давление на Иран, чтобы прекратить нападение йеменских боевиков-хуситов на торговые суда в Красном море, сообщает газета «Политико». Однако сторонам не удалось прийти к соглашению по этому вопросу. Таможенное управление Южной Кореи провело крупнейший за всю историю рейд по контрабанде микросхем в рамках спецоперации, в ходе которой изъяли 53 тысячи микросхем на сумму более $11 миллионов. Обнаружено, что стратегические чипы, использующие американскую технологию, были направлены в Китай через Корею. Министры иностранных дел Ассоциации наций Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились в Лаосе, чтобы обсудить позицию Китая в Южно-Китайском море и последние события в Мьянме. В рамках встречи министры иностранных дел, которые консультировались по спорам в Южно-Китайском море, морской безопасности и действиям Китая, также обсудили последние события в Мьянме. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, владелец социальной платформы X, объявил, что достигнут новый этап в проекте, направленном на подключение человеческого мозга к компьютеру. Маск объявил, что впервые беспроводной чип, принадлежащий компании Neuralink, который он основал для этой цели, был успешно имплантирован в мозг человека.